Assalamu alaykum qadrdan ko'rarmanlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi haftalik xabar programmasini havola qilamiz. Nazaringizga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatlik yangiliklarni sunmoqchimiz. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Sizlar bilan xabar bo'limining yurgizuvchilari Ramil Azizov va Shahniza Aziz qizi. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости недели» на канале «Казахстан Уйгурлари». Предлагаем к вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. Здесь делают честные новости. С вами ведущие блока новостей Рамиль Азизов и Шахниза Азиз qizi. Kun tartibimizdagi masalalar haqida qisqacha. Qozog'iston yangi reallikda ish harakat vaqti maktub qanaq amalga ishyotudu. Инициатива проведения круглого стола между двумя уйгурскими культурными центрами города Алматы провалилась. Mashhur Jalilovning 90 yillik tavalludiga bag'ishlangan festival. Международный уйгурский ПЭН-центр провел отчетно-выборное собрание, на котором были переизбраны руководители. Sadvaqasov xotirasiga bag'ishlangan bo'lung 153 gimnaziyada ochildi. 17-летний уйгурский писатель Ильяс Юсупжанов попал в Книгу рекордов Гиннесса по 3 номинациям. Erkin kurashdan o'tkazilgan Qozog'istonning ochiq chempionatida 2 Uyg'ur qizi g'olib chiqdi. Во второй половине ноября в режиме онлайн прошла конференция на платформе Zoom, где обсуждалось второе послание главы государства народу Республики Казахстан. В ходе конференции обсуждалась реализация нового послания. В проведенном собрании по инициативе Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана с приветственной речью выступили Нарине Микаэлян, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан, Закиржан Кузиев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, Ахмед Мурадов, член комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса парламента. Модератором собрания выступил Камалжан Надыров, эксперт в области здравоохранения, магистр общественного здравоохранения. С докладами выступили профессор Аблет Камалов, профессор Шаймардан Шарипов, профессор Масимжан Вилямов, доцент педагогического университета Руслан Арзиев, редактор газеты «Уйгуравази» Ершат Асматов, член Ассамблеи народа Казахстана Рустам Абдусаламов, председатель Союза уйгурской молодежи Рустам Кайрыев. Итоги подвел Шаймардан Нурумов, депутат Мажилиса и председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. Инициативная группа, создание которой организовал Шавкет Назаров, объявила о том, что представители двух культурных центров города Алматы соберутся за круглым столом. Планируемый круглый стол был обозначен под названием «Национальное единство. Гарант развития». В инициативную группу вошли некоторые представители уйгурской интеллигенции и общественные активисты. Идея заключалась в том, чтобы посадить за круглый стол обе стороны. Но эта инициатива провалилась, так как представители городского культурного центра при Республиканском этнокультурном центре на это мероприятие не явились. Пришли только представители городского культурного центра, которые работают независимо от Республиканского культурного центра. Кәсіпқой сағат 6-да баран көрші бардыңыз, әті аңылсам, бұлар жығын қылып, армейшін сайлайды. Мені тәкітім айтшақырмай, әжерді ұятсың, үйді жоқ, әжер әмсеге лаңқықты, ұқылды чақырған, ұқылды кәмдеді. Келішпішіз о. Немешкі келішәмейміз біз. Немешкі келішәмейміз, Садық. Немешкі бөлініп алымыз біз. Немешкі бір халақты үшкі бөлеметтіңіз. Tarixda bölgenlerge men şu vakti jığını diye, Osmanlılar bağı deyim. Moşu tarixte kanmayısına emas, kalısılar, moşu. К сожалению, инициатива Шавкета Назарова не привела ни к каким результатам, и в городе Алматы продолжает функционировать два городских уйгурских культурных центра.
Medeniyet merkezi gibi mi gerek? Cumhuriyet. Bu kunlarda Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi Shaymardan Usayn o'g'li Nurumov o'zining 70 yillik tavalludini qarshi oldi. Almuta viloyati Uyg'ur nahiyasi Kichik Dehqon yesining tug'misi Shaymardan Nurumov ish faoliyatini tovanki palanpaylardan boshlagan bo'lsa, bugun majlis parlamentida xizmat atqurmoqda. Взаимодействие работы с другими общественными организациями и культурными объединениями. Prezidentimiz Qasım-Jomart To'qayevning faxriy yorlig'iga sazovar bo'lgan shaxs to'g'risida uni qo'llab-quvvatlovchilar tomonidan Nurumov Shaymardan по следу выдающегося человека nomli film tushirildi. Выдающегося человека. Эти люди приходят как эпоха, оставляют свой след на страницах истории, являются примером для подражания. Они идут вперед ради светлого будущего народа и посвящают этому всю свою жизнь. На них смотрят, на них равняются, такими хотят быть. И сегодняшний документальный фильм посвящен именно такому человеку. Yaqında xalqarалық Uyg'ur Pen markazi onlayn turda bosh qo'shish o'tkazdi. Mazkur yig'inda markazning qilgan ishlari haqida hisobot berilib, uning yangi raislari saylandi. Atab o'tish muhimki, xalqarалық Uyg'ur Pen markaziga ko'plagan qozog'istonlik yozuvchilar, rassomlar va matbuot xizmatkorlari a'zolik qildi. Biilgi saylam natijasida Uyg'ur Pen markazining rahbarligiga Qozog'iston Uyg'urlaridan 2 ziyoli kirdi. Ularning orasida atoqli Uyg'ur yozuvchisi, vatandishimiz Hamid Hamrayev bosh kotib bo'lib saylandi. Qozog'istonlik jurnalist Mir nashriyatining boshchisi Alisher Khalilov ijroiya komitetining raisi bo'lib tanlandi. Endi mazkur klubga prezident bo'lib shvetsiyalik atoqli rassom Qaysar Ozg'un saylandi. Пен-клуб – международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах. Пен-клуб был учрежден в 1921 году. Членами клуба являются 145 пен-центров из более чем 100 стран. Уйгурский пен-центр основан в 2009 году. На сегодняшний день членами уйгурского пен-центра являются более 100 человек со многих стран мира. Пен также выступает за освобождение заключенных писателей, за свободу средств массовой информации, за право на родной язык и за другие права, связанные со свободой выражения мнений. В гимназии номер 153 имени Абдуллы Розыбакиева состоялось открытие уголка памяти известного уйгурского ученого, языковеда, составителя уйгурско-русских словарей профессора Ходжахмета Садвакасова. Ходжахмет Садвакасов Қазақстан Cumhuriyeti Milliy Fanlar Akademiyasining muxbir a'zosi, yer yuzidagi birdan-bir uyg'urshunoslik ilmiy tadqiqot institutini tashkil qilgan rahbar. İsmi Cumhuriyetning Altun kitobiga yozilgan azimat. Xatiri bo'lumini echish hurmatini Almuti shaharlik jamiyatlik kengashmasining a'zosi, Almuti shaharlik maslihatining 4-5 chaqirimlik deputati, AZMK Group zavodining prezidenti Ahmedjon aka Shardinovga va marhumning rafiqasi mushu ish choralarini uyushtirayotgan Omaq Hada Hasanovaga bermoqchimiz. Marhamat. Uyg'ur ayollarga Muratbek Bo'maqlarda ko'chlarni berdingiz, bibliotekani ochdingiz, muzeyni ochdingiz. Men hayron qoldim. Endi Omaqa sizga endi birinchi rahmat deyman. Mataq pastan bizning adamchilik, davlat paxloqmoqda. Mana moş işinin başlamçısı, iştirakçısı, moşunu, özününki işini çiçiden tolup yatsıma, yani şu Uygur halkını kadirleyen, söyleyen adamlardan biri Şavket de koyuyor. Уголок Қожахмадакын. Енді Қожахмадакты айтсақ, оның нұрғын мана шағырттары отырды. Жаңла білесілер етімсамын білді. Бір дайы адам бізнеке. Выдающийся біздің ұйғырнеке бір әдеме. Болған, о этнограф болған, о тарихчы болған,
o degan geograf bo'lgan. Kimlardan turadi? Matematika matematik so'zlarini birdek o'qib, vallah o'qitdi. Hoca Ahmet Sadavakasip kim? Hoca Ahmet Sadavakasip olim. Uyg'urshunoslik fanining asosini solgan, Uyg'ur imlosi bilan punktatsiyasini shakllantirgan. Vahmama bugungi shu Ro'zbaqov nomidagi 153 maktab gimnaziyada Sadavakasipga bag'ishlangan muraskahning ochilishi sizni qanday taassurotlar qoldi deb shuni aytib bergan bo'lsangiz. Men bununla hozir sizlarni oldinladim etdim. Shavkatga ko'p rahmat qildim. Men shuning xohishi bilan shu ishlar amalga oshdi. Ammo kitoblarni chiqargan chog'da men Xo'ja Ahmadning shu основной qilgan ishlari, temalari, Farg'ona vodisida juda oylab shu yoqda yurib, nem qiladi. Endi shu vaqtda men shu Alshirlar menga yordam qildi, menga men kelgan chog'da menga yezbadi. Munch pechatli soldu, munda oldu. İmlalıqti qarang. Uyg'ur rayonida 22 mali bor ekan. Shuda 22 mali bir kitobni olmadi, imlalıqtidan bir kitobni. O'kuni kitob kitoblarni chiqardi o'sha nima. Shu vaqtda bir xato chiqib, nechkanda xato chiqardingiz, Xo'ja Ahmad odam chiqargan imlalıqti vaqtni shularni qaramaysizlar, bizda yo'q dedik. Amam sizdan de umma adamda bu qancha Alshirning nimasida qanchalik yotdi kitoblar desa, shuni bordigan vaqt yo'q, o'yini bilmaymiz, işte bir nima deblar. Bo'lmasa mana hozir xalqlar olmaydi o'sha kitoblarni, shularni. Men endi ularni xo'rlatmay deyapman. Imlalıqti tugay deyapti. Biroqda yerkatga olgan 10 imlalıqti yotdi. U yerda muallimlar setish ruxsat qilmaydi deb hech kim olmayotdi deydi. Men bog'inim yo'q, ko'p bo'ldi u yoqqa. Uyg'ur rayonidami işte men akimning o'zi qo'lga olib bergandim. Mana bu maktab bolalarga, ziyolilarga, jurnalistlarga hammasi kerak narsa bu. Buni hammanglar eshinglar kerak. Agar olmasanglar keyinsi topolmaysizlar. Buni ham hech Xo'ja Ahmad chiqarganiga 30 yil bo'lgan uniki. Uningdan keyinsiga men uning ishkasi qo'shib, yangi so'zlar chiqib ketdi. Qo'shib bunda 70 ming so'zlik qilib yo'g'on qilib chiqardik nima ishlar. Endi uni xalqlar bilmaydi, biroq ham bolalarga hammasi kerak. Shuni yani bilmaydi, olmaydi. Amsa ben endi New York'ta hamma kitoblarni oldi. Endi New York'ga o'tkazayapman, u hech qachon yo'qmaydi, Uyg'ur xalqini har qachon qadrlaydi. Вклад Садвакасова в развитие уйгуроведения огромен. Своими научными исследованиями и изданными книгами он создал себе нерукотворный памятник. Садвакасов оставил неизгладимый след в отечественном уйгуроведении и вошел в число неординарных и ярких личностей, благодаря своему организаторскому таланту, неиссякаемой энергии, любви к своему краю и народу. В эти дни завершается фестиваль «Шейерларым өлмәс мұрасым», посвященный 90-летию известного уйгурского поэта Машура Жалилова. Фестиваль организован отделом просвещения Республиканского этнокультурного центра, которым руководит Шерипчан Ильяров. Во время проведения конкурса многие современники автора, те, кто был с ним знаком лично, представители интеллигенции, делились теплыми воспоминаниями о нем и также отправили свои видеообращения. Benim ustazım, ben 1966 yılı Muşkatma oturamaqda yurib ishlaganman. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Mashrakam Jalilovninki 90 yoshlik tavalludini anglab, Mashrakam to'g'riliq ishga so'z qilishni durust ko'rdim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Ham she'riyat muxlislari. Учителя Китменской средней школы, которая была названа в честь Машура Жалилова, прочитали стихотворение поэта наизусть, тем самым поддержав учеников. Қазақ тілінде де жазған шығармалары жетерлік. Соның бірі әрі бірегейі Кепебұлақ өлеңін табыла алсын. Қасынан Кепебұлақтың кетті ме кепе құлап, қасынан әр бұлақтың өтті ме кепе шулап. Басында әр бұлақтың өседі көк құлақ, жасында күн шуақтан іздедім кеп 4 құлақ. Алмута шәһәрендә яш иҗаткар ва язгычы Ильяс Юсупжановның оқырманлары белән учрышы үтте.
17 yaşlıq talantlıq Uyghur avtori bugungi tangda 2 kitapның muallifi болып tepiladi. Dastlabki kitabi «Жизнь моими глазами» 2020 жылның yaz aylarida Mir nashriyatida yo'riq ko'rdi va birdinla ko'pning ko'nglini oldi. Kitap мотивация va psixologiya жанрларда yozilgan. Первая лекция в Алмате, поэтому хотел бы представиться. Я Ильяс Юсуфжанов, и в июне этого года я издал свою первую книгу «Жизнь моими глазами». В течение года я собирал уже, делил по главам и уже обратился в издательский дом «Мир» за помощью издать мою книгу. После издания уже позвонил Бахаджан Пастыликов, представитель рекордов Гиннесса Казахстана, и он... Яш автор Гиннес рекордлар китабыга 3 номинация бойынша киргизилди. Дәл шу күні Ильяс Юсупжановның 2-нче китабы Мир нәшриятida yo'riq ko'rdi. Баш мөхәррирнең орынбасары Султан Балабек улы муаллифни ва уның ата-анасыны сәхнәгә дәсләпки 5 китапның лентасını кыйышка тәклиф кылды. Учрышның ахырда безнең мөхбирimiz яш талант игесигә бер нәтиҗә суал койды. Добрый вечер, Ильяс. Разрешите вас поздравить с выходом вашей второй книги «Ночная симфония». Хотелось бы задать вам пару вопросов. И первый вопрос будет традиционным, немного банальным. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Сколько вам лет и где вы сейчас учитесь? Мне 17 лет, я учусь в Сулейман Демирель университете, и в этом году в июне я издал свою первую книгу «Жизнь моими глазами» и получил вот 3 рекорда Казахстана, как самый юный писатель жанров психологии и мотивации, как самый юный поэт жанров элегии и посланий, и как самый юный автор стихотворений, основанных на реальных событиях. Спасибо, Ильяс. Скажите, пожалуйста, когда и как вам пришла идея написать вашу первую книгу? Идеи я черпал с различных событий. Это могли быть мои ровесники, это могли быть взрослые люди, это могут быть конфликты разных людей, это могут быть новости, последние события. Я черпал с разных источников, поэтому моя психология заключается в охвате различных сфер. Вот отсюда я уже разобрал 15 глав, разобрал жизнь на 15 тем и расписал уже чисто свое философское размышление о жизни. Спасибо. Я так понимаю, ваша первая книга «Жизнь моими глазами» написана в жанрах психологии и мотивации, верно? Смотрите, в этом жанре обычно пишут люди зрелые, имеющие определенный жизненный опыт, которым есть что сказать с высоты своих лет, да, так скажем, которые поднимались, падали, но все равно шли к своей цели. Так вот, скажите, что такого уникального можно найти именно в вашей книге? Я вот не раз говорил в прямых эфирах, что не важен, какого возраста человек, важно, сколько событий ему пришлось пережить. И вообще ценность моей книги в том, что я отвечаю на различные вопросы именно со своей точки зрения. Моя цель в своей книге описывать иначе, как еще раньше не описывалось. Вот это и преимущество моей книги. Сегодня у вас еще одно приятное событие. В издательском доме «Мир» вышла ваша вторая книга «Ночная симфония». Расскажите, пожалуйста, вкратце, о чем она? «Ночная симфония» — это сборник стихотворений, проз, поэзий. Она охватывает различные жанры: семья, музыка, любовь, художественный жанр, элегия, послание. Также расскажите, может, какие-то последующие планы, может, новые книги, новые идеи уже назревают у вас? Я сейчас работаю над писанием романа «Мир, построенный в сознании». Это восточная литература о мальчике, который будет жить в торговом городке. И вот сейчас я занимаюсь написанием такого серьезного жанра книги. Якында Алмута шәһри мәркәзи стадионда әркін күрәш бойынша Қазақстан Республикасының очык чемпионаты болып өтті. Аталмыш чемпионатта галып чыкканлар катарында 2 уйгыр кызы болды. Алмутлык Зульфия Яхьярова 2-нче орынга ва Челәклек Айнура Ашимова 3-нче орынларга иге болды. Өзләренең сынмас ирадәсе ва еңишкы болган интилеше белән илгиридимо көзгә төшкән спорт хумар кызлар өзләргә артылган ишенчне аклап күмүш ва бронза медальлар белән мукафатланды. Коркымсызлык уйгыр кызга хас хисләтләрнең бире. Biz ular bilan cheksiz mag'rurlanamiz ham yangi cho'qqilarni beqindirishiga tilakdoshlik bildiramiz.
На этом наша программа подходит к завершению. До встречи на следующей неделе. В эфире был канал «Казахстан уйгурлары» с программой «Новости недели». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz mushuning bilan tamam. Keyingi haftada yuzlashguncha amon bo'linglar. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali hafta xabarlari programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.